Армысыз құрметті көрермен, тікелей эфирде тәуелсіз байқаушылардың ақпараттық штабы. Еліміз үшін тарихи маңызы бар күн мәресіне жетті. Бүгін Қазақстанның әрбір азаматы мемлекеттің ертеңіне қатысты өз таңдауын жасады. Дауыс беру учаскелеріндегі белсенділік пен халықтың көңіл күйі ел болашағына деген сенімнің нышаны болса керек. Ендеше осы саяси науқанның маңызды сәттерімен ел ішіндегі мерекелік ахуалға бірге көз жүгіртейік. Еліміздің барлық өңірінде сайлау учаскелері өз жұмысын аяқтауда. Осынау тарихи күннің қорытындысын түйіндей келе, нық сеніммен айтуға болатын бір нәрсе бар. Бүгін тек құқықтық құжаттың тағдыры ғана шешілген жоқ, ортақ тарихымыздың жаңа парағы жазылды. Таң сәріден кеш батқанға дейін байқалған ерекше ахуал нағыз жасампаздық сипатқа ие болды. Алып мегаполистерден бастап қиырдағы шалғай ауылдарға дейін референдум жалпыұлттық зор мереке рухында өтті. Бұл маңызды науқаннан ешкімде қалыс қалған жоқ. Адамдар сайлауға отбасымен келіп, балаларына болашақ үшін қалай таңдау жасау керектігін мақтанышпен көрсетті. Бізде өздеріңіз көріп отқандай барлық жаңағы дауыс берушілерге бүкіл жағдай жасалған. Мысалға бізде мына жерде байқаушылар отыр, келген жаңағы шетелден келген байқаушылар барлығы рахметтерін айтып кетіп жатыр. Біздің енді мына жердегі басты мақсатымыз осы жердегі дауыс берушілерге жағдай жасау, комфортный жағдай жасау. Бүгін дауыс берушілер өте көп келді. Қазір сағат 7-ден 15 кетіп жатыр. Бізде мысалға сайлау учаскесінде 2411 адам болатын болса, қазір енді өзіміз кішкене болжам бойынша 800 адам дауыс беріп отыр. Өздеріңіз қарап көруге болады, ана урнада өте көп бюллетендер. Сондықтан да дауыс беру процесі өте дұрыс, жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Жоғары деңгейде өтіп жатыр деп есептеймін. Қазақстандықтар бізбен болған сұхбаттарында өз үміттерін жасырмады. Бүгін ең көп айтылған тілектер тұрақтылық, бейбітшілік және тәртіп. Көптеген азаматтар үшін жаңа конституцияны қолдап немесе қарсы берілген дауыс біз қадірлейтін тыныштықты сақтауға қосқан жеке үлес іспетті. Жақсылықты тілейміз, ел аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Отанымызға тыныштық, бәрі аман болсын, еліміз аман болсын. Жақсы тілеймін, бәріміз Қазақстанымыз көпейе берсін, бейбітшілік болсын Қазақстанда. Халқымыз аман, жұртымыз тыныш болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тек жақсылық болсын, амандық болсын. Таңертеңнен бастап мониторинг жүргізіп жатырмыз. Өте қуантатыны, халық белсенді референдумды қолдап келіп жатыр, өз дауыстарын беріп жатыр. Ол дегеніміз біздің мемлекетімізде ашық қоғамның қалыптасқаны, саяси мәдениеттің қалыптасқаны деп. Оның барлығы менің ойымша осы 19 жылдан бастап президентіміздің жүргізіп жатқан саяси реформаларының бір нәтижесі деп білемін. Бұл күн біздің ертең қандай елде оянғымыз келетініне бейжай қарамайтынымызды көрсетті. Осындай айнымас бірлікті көре отырып, даму мен ынтымақ жолындағы басты таңдаудың жасалып қойғанын аңғарамыз. Ал дәл қазір студиямыздың төрінде тәуелсіз байқаушылардың ақпараттық штабының басшысы Рафаэль Гасанов қонақта. Рафаэль, добрый вечер, даже ночи. Сейчас в южной столице 23:00, и мы с вами в прямом эфире. Рафаэль, в этом году в Казахстане впервые организована площадка оперативного информирования о ходе голосования, работающая на базе Центра общественных коммуникаций. Вы, как руководитель, пожалуйста, расскажите о работе вашего штаба. Откуда появилась эта идея? Ну, вообще, знаете, да, что на самом деле с 2021 года мы участвовали по части наблюдения за выборами, значит, и депутатов Мажилиса парламента, и выборы главы государства нашей страны, и в том числе активно принимали участие. Здесь, конечно, во-первых, время обновления, да, очень высокая активность наших пользователей в социальных сетях. Недавно прочитал одну интересную историю о том, что как все-таки влияют социальные сети на общество.
особенно на тех, кто не умеет пользоваться этими социальными сетями, да, ну, то есть даже понимать, откуда это все это, и так далее, да. И, как правило, очень много различных там бросов, ну и недостоверной информации пробудила вот все-таки нас, единомышленников, в том числе моих единомышленников, партнеров, которые поддержали идею создания на базе Центра общественных коммуникаций. Кстати, нас путают с региональной службой коммуникации. Я хотел бы еще раз прокомментировать, что никакого отношения мы не имеем вот к региональным службам или службам, которые как подведомственные, да, организации государственные. То есть вы независимы? Мы частная организация, да, мы компания, которая, ну, как бы как любой бизнес, да, все-таки коммерческая у нас, да, цель, мы зарабатываем, да, как отдельное предприятие. Вот. Здесь просто я как член общественного совета города Алматы вот, решил такую проявить инициативу, попробовать, потому что, я еще раз говорю, это вот даже здесь взять Центральную Азию, это вот впервые вообще, даже в Центральной Азии в истории, что штаб создается информационный, да, наблюдателей, и где объединяются независимые наблюдатели, и с одной площадки вещается, еще плюс ко всему вот этому, вообще идея была в брифинге просто, пресс-центр там, просто предоставить площадку для наших вот, коллег, все-таки все в медиасфере работаем, все друг друга знаем, и после этого как-то вот мы с друзьями разговаривали, обсуждали, и они говорят: Рафаэль, а почему бы не сделать, чтобы, например, оператор и журналист вместе ездил по городу Алматы, где-то снимал, подсказывал. И вот, в общем-то, так вот эта идея так вот потихонечку нарастала мыслями, и, соответственно, родилась вот как раз такая идея объединить не только Алмату, но и все регионы страны, да, и не делать так, чтобы операторы это ездили. У нас все-таки индепендентное информационное агентство, но больше всего как телеканал в интернете, да, и мы решили формат лайфа сделать, то есть журналист, он же оператор, он же там, да, может смонтировать материал, он же может напрямую выйти со студии, и, соответственно, вот вы откликнулись на нашу идею, вот, и вот так, в общем-то, родилась эта идея, и сегодня вот мы, получается, ночью стоим уже предварительно, да, что-то обсуждаем. Да, ну, смотрите, собрать журналистов – это одно дело. Все же, как удалось скоординировать, да, то есть из 15 регионов страны подключались сегодня в прямой эфир, делали по 3 сюжета в день. Причем эти сюжеты не дублировались, то есть на казахском были другие, то есть детали, да, на русском были другие. Как удавалось вот это вот все координировать? И еще одно примечание хочу сказать, что новости выходили как на Ютубе, так и в Телеграм-канале, так и в Инстаграм. Как это все? Ну, это действительно очень колоссальная работа. Это работа полноценного телеканала. Да. Как удалось? Можете рассказать? Я хочу сказать, что это не удалось бы без команды, профессиональной команды, которая, в принципе, мы вот когда с командой обсуждали, что у нас будет вот это, вот мы вот это сделаем. Обычно, вы знаете, да, на телеканалах обычно 2 часа перерывы идут, ведущих даже. Ну, вы до сих пор в эфире и до сих пор ведете. Да, и до сих пор стоим. И до сих пор стоите 12 часов, да, уже в эфире. Вот. И, безусловно, это команда, первое. Второе, это опыт. Да, его нужно признавать и говорить о нем, потому что если говоришь, что опыта нету, тогда, ну, в любом случае, я считаю, что люди, знающие свою работу, они профессионально подойдут к этому, да. Мы там вчера ночью искали суфлер, да, нам его там друзья просто поддержали, и говорят, суфлер нужен, вот, никак без суфлера. И команда одно, единомышленники, и, наверное, вот это профессиональное сообщество. Я сейчас объясню почему. Потому что, когда в социальных сетях или где-то в новостях, или где-то еще да, выходит, что, например, вот в общественном медиапространстве распространяют слухи всякие, недостоверную информацию, это наводит черное пятно. Ну, пятно темное, действительно.
И мы потом начинаем сидеть и на кофейне гуще гадать, а что случилось с медиасообществом, которого почему-то мнение такое, что якобы там свободы слова нет, рты закрывают, давление оказывают какое-то. И вот хотелось вот здесь сегодня вот этим форматом показать, что все-таки профессиональное сообщество наше, оно имеет определенный бэкграунд, знания, понимание, и вот какой-то процент людей, которые занимаются вбросами, они не должны делать так, чтобы как бы мнение сложилось только из-за вот этих вот, скажем так, там, 2 или 3 каких-то людей, которые этим занимаются. Поэтому профессиональное сообщество поддержало эту инициативу сразу, причем мы вот обсуждали. Неважно, вы знаете, можно пригласить журналиста на гонорар или куда-то, например, да. И для журналиста очень важна будет тема. Журналист, уважающий журналист, он не пойдет куда попало. Поэтому здесь у нас как раз журналисты, они были сосредоточены, очень известные, популярные люди в своих регионах и в нашей стране в целом, которые, в принципе, поддержали общую идею и инициативу. Ну, Рафаэль, мы сегодня действительно стали свидетелями очень большого, да, исторического момента, скажем так, да, в истории Казахстана такого не было, чтобы сразу вещали на русском и на казахском одновременно. То есть мы стали свидетелями этого всего. Давайте остановимся на цифрах. Сколько было эфиров за сегодняшний день, да? Сколько я сама, как ведущая, да, я знаю, но все же я хотела бы, чтобы вы поделились со зрителями, да, по цифрам. Я хочу сказать, что в общем это где-то был 11-часовой, сейчас уже 12-часовой эфир. Вот, приблизительно 15 регионов страны. Я не учитываю еще те, которые экстренно подключались как-то, да, к нам, где что-то увидели, сразу подключились. И, соответственно, 30 независимых журналистов. Из них 15 человек это как раз в формате онлайн режима со студией, и порядка 10 журналистов это полевые ребята, которые в поле работали, определенные аналитические статьи писали, направляли. Вот. И есть ребята, которые работали сегодня целый день практически в пресс-центре. У нас пресс-центр тоже работал сегодня практически столько же, сколько и работала студия, потому что пресс-центр работал, он был наготове на старте, то есть каждую информацию вы помните, да, мы да, постоянно обновляли, да. хотя там было 4 или 5 брифингов, но мы все равно держали. Рафаэль, но вы забыли сказать о самом главном. Со скольки часов работают журналисты, работали сегодня? Вообще, сегодня избирательные участки открылись в 7 утра, а наш офис открылся, и коллеги, которые сегодня работали с нами, начали работать с 5 утра. Даже вот 4:30, вот как раз Оразагой, да, Суан, вот они, видимо, да, в этот момент и сразу на работу все приехали. Я даже не успел, в общем-то, оклематься от того, что буквально уснул и проснулся, и уже на работу бежать. Да, все-таки это была изначально идея, то есть взять модератора, чтобы модератор просто модерировал, или же все-таки сделать это на базе некого вот телеканала, то есть ведущего, да? Как это все было изначально запланировано? Я имею в виду, оправдалось ли ваше ожидание? Я считаю так, если общество, вот сегодня нам присылали коллеги, просто читатели писали о том, вот там рекомендации свои давали, слова поддержки говорили, да, что вот мы там видим, что это такая колоссальная работа. Здесь нужно расценивать так. Оценку дадут нам зрители, безусловно. Да, там. И я думаю, что команда, да, безусловно, мы же не делаем вместе это ради того, чтобы нам кто-то сказал, вот вам 5 за это, да, вот вам 2 за это, да, например. Да? Мы для этого не работаем. Наша основная миссия была сегодня оперативно реагировать на там, какие-то вопросы и так далее.
мы видели, что особых вбросов не было. Это опять-таки же говорит о чем? О том, что люди оперативно получали достоверную информацию. Вот о чем идет речь. Если мы не будем налаживать правильные коммуникации и обратную связь, то грош всем цена, кто работает в целом вот в этой сфере. Да. Спасибо большое. Біздің студиямызға келіп сұхбат берген тәуелсіз байқаушылардың ақпараттық штабының басшысы Рафаэль Гасанов мырзаға алғысымызды жеткіземіз. Алдағы жұмыстарыңызға да табыс пен сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермен, тәуелсіз байқаушылардың ақпараттық штабының жаңалықтарын әлеуметтік желіден, сондай-ақ Independent KZ Instagram парақшасынан көре аласыздар. Біз сіздермен қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар.